текущем году по итогам пожароопасного сезона Якутия покажет лучший с 2017 года результат по минимализации лесных пожаров. Об этом в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий лесных пожаров и паводка заявил глава республики. Отметим, что совещание прошло в Якутске во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Айсен Николаев отметил, что на сегодняшний день на территории республики действует 11 лесных пожаров, что в 15 раз меньше количества возгораний в аналогичный период прошлого года. Помимо этого, глава региона обратил внимание на то, что в республике усилена оперативность тушения. По итогам выступления Айсена Николаева и глав других регионов Михаил Мишустин дал поручение вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда. Подписано соответствующее распоряжение правительства о выделении 1,5 миллиарда рублей. Около трети из них предназначено именно на борьбу с огнем. Часть средств предусмотрена на работы по локализации и ликвидации возгораний, а также меры, необходимые для снижения рисков их возникновения. Около 230 миллионов рублей от суммы пойдет на оснащение межрегионального центра «Север», который создан по поручению президента. Соответственно, будет закуплена специализированная техника и специализированное оборудование. Сотрудники организации оказывают помощь в труднодоступных территориях, ну и, конечно, в том числе с использованием авиации. Отсутствие топлива и возможности дозаправки воздушных судов. Сами понимаете, радиус подлета наших вертолетов – это 250 километров в одну сторону. Пускай это мы говорим про 500 километров, но ведь вертолету нужно обратно вернуться. А где там дозаправиться, да, чтобы… А у нас пожары возникали, которые нужно было обслуживать в том же Хабаровском крае, это за 1000 километров. Вот как раз этот острый вопрос, который необходимо решать, чтобы избежать той ситуации вот именно с труднодоступностью этих территорий на будущий год. Также премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания обсудил положение дел по паводковой ситуации в стране. В зоне риска в текущем году стали 9 субъектов государства. По его словам, в борьбе со стихией необходимо действовать на опережение. Если раньше тяжелые паводки приходились один раз в 5 лет, то сейчас они проходят ежегодно. Как отмечают специалисты, большое волнение вызывают дождевые паводки, особенно на небольших реках в горных районах. Также в ходе совещания отметили, что строительство водозащитных сооружений и проведение берегоукрепительных работ обходится в разы дешевле, чем возмещение ущерба от паводка. В соответствии с законодательством ведется работа по возведению дамб. Отмечу, что в трехлетнем бюджете страны на строительство дамб заложено 15 миллиардов рублей. На сегодняшний день из 37 достроены 12. Одна из них будет возведена в Якутии, в Верхневилюйском районе. Сейчас на объект завозится инертный материал. По плану через 3 года должны быть построены все 23 дамбы. Это около 170 километров. В борьбе с стихией главное, если это возможно, конечно, действовать на опережение. Поэтому на защиту граждан от наводнений правительство выделяет существенные ресурсы. В трехлетнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов ежегодно. Они направляются на строительство и реконструкцию 32 защитных гидротехнических сооружений. Большая часть, 23 объекта, должны появиться в дальневосточных субъектах. И их протяженность достигнет практически 170 километров.